Я примерно узнал приблизительно за полгода то, что нужно готовиться, то, что что-то будет. И все жили в преддверии, что что-то будет, но не понимали, что. Меня заметил мой командир полка, царство ему небесное. Вот, он погиб. Но это тот человек, за которого я хотел умереть, и мог умереть, и готов был отдать жизнь за него. Это прям очень достойный офицер. И меня не воспринимали, то есть, и когда даже я готовился, надо мной насмехались. Но плоды моей подготовки вышли в том, что командуя ротой я не потерял ни одного солдата, ни одного офицера при 3 штурмах населенных пунктов. Вот, и количество опорных пунктов в лесополосах. Там погиб мой командир полка. Место дислокации называть не буду, но это было недалеко от Харькова, в 20 километрах. Там погиб тот человек, за которым я шел, за которого воевал. И когда он погиб, у меня весь мир обрушился под ногами, но я не сломался, потому что понимал то, что за моей спиной личный состав, и мы уже все, зашли на территорию, и задачу надо выполнять. И если где-то я дам слабину, то я просто оттуда не выйду. Так же, как и не выйдут люди, и не выйдут все мои близкие друзья. Поэтому дальше нашел в себе силы и уже сражался.